Всего за 2 года игра Diesel Guns сумела захватить внимание многих интернет-пользователей. Более 12 тысяч скачиваний. Еще при тестовом режиме в нее успели сыграть более 1500 геймеров. Разработчики приложения — опытные программисты из Ингушетии. 4 молодых людей объединил интерес к компьютерным играм и любовь к виртуальному миру. Так они сумели создать свой реалистичный, захватывающий и затягивающий. Diesel Guns — классические гонки со взрывами. В них можно играть как онлайн, так и без выхода в интернет. Секрет успеха прост. Игра рассчитана на тех, кто играл в популярные в 90-е игры, где сражались не персонажи, а автомобили или танки. Тут своя специфика. Чтобы войти в курс и прочувствовать, нужно как минимум 20 минут. Дальше уже не оторваться. Себестоимость этого проекта аналитики оценивают в более чем $300 тысяч. Высокое качество, графика, динамичность. Свое детище анимационная студия Intensiband представила на всенародном конкурсе разработчиков, который стартовал еще в мае прошлого года. Epic Games, студия Кефир и студия Disgusting Man. Работы оценивали лучшие продюсеры. Из 180 проектов сначала ребята попали в 20-ку, а затем сразу и в 6-ку лучших. Свою заслуженную награду ребята получили в Минске, где и проходило объявление победителей. И победители получают, Никита, приз, возможность прототипирования вместе с Wargaming на бюджет до $100 тысяч с нашим финансированием. Совместно сделаем новый крутой геймплей. Эти деньги идут на прототипирование следующего проекта, совместного уже с Wargaming, Nexus, Nexus их подразделение, такое, которое работает с такими вот командами, как мы, ищут по всему свету. Вот мы с ними уже первый диалог провели. Непосредственно на конкурсе у нас несколько встреч было с ними. Идея для создания уже нового проекта, который ребята будут реализовывать с крупнейшей компанией по разработке видеоигр Wargaming Nexus, уже назрела. Правда, пока всех карт не раскрывают. А успешная видеоигра Diesel Guns не имеет аналогов на Северном Кавказе, да и в стране в целом. Ее графика стоит в одном ряду с западными компьютерными играми. В нее на языке геймеров рубятся все, и даже самые популярные стрим-блогеры. Я, на самом деле, больше хотел бы, чтобы Интерстейт какой-нибудь появился. Значит, сюжетный такой, с большими поездками, вот. Ну и такое хочется тоже. Diesel Guns необходимо постоянно обновлять, дополняя ее и совершенствуя. Даже при таком ошеломительном успехе она еще не до конца закончена, не оптимизирована, так сказать. Для полного завершения потребуется как минимум 2 месяца. В конце уже происходит сама оптимизация, что-то надо сделать легче, что-то надо сделать проще. При этом нужно всегда думать о том, чтобы картинка не испортилась, сама игра не испортилась. Для чего нужна оптимизация? Оптимальная игра, она захватывает и в том числе более слабые и средние компьютеры. Для нас это означает увеличение рынка. Так как средних слабых компьютеров больше, соответственно, это имеет смысл делать. Но занимает достаточно много времени и требует большой внимательности. Эта маленькая комната и есть офис, начинающий, но подающий большие надежды анимационной студии Intensiband. Виртуальные чудеса создает команда из 4 человек. Арт-директор, художник 3D-графики, левел-дизайнер и ген-директор. За каждым из них закреплено еще много дополнительных функций. Идейный вдохновитель и лидер команды Гилани Парагульгов. Программист по образованию, он с детства мечтал создать свою игру, поэтому после окончания университета дал объявление в интернете о поиске команды разработчиков. Было нелегко, но успех того стоил. Вначале было очень сложно, потому что нам не хватало и финансов, и оборудования. Приходилось на многом экономить. Но постепенно наша команда сплачивалась, получала опыт. Мы ездили на разные конференции, где разговаривали с такими же разработчиками. И постепенно мы очень хорошо втянулись в это дело и смогли сделать достойную игру.
На первый взгляд кажется, что работа программистов больше подходит любителям компьютеров с математическим мышлением, но на самом деле, чтобы создать игру, нужно обладать большой фантазией и творческим взглядом на работу. Diesel Guns — это уже третья игра, разработанная ингушскими программистами. Самую первую выпустили для телефонов и планшетов. Это Баллиста и Бак-Бак. В планах у ребят создать в Ингушетии свой учебный центр, который будет обучать желающих создавать компьютерные шедевры. Сейчас единственное, нам нужно организовать там помещение, ну, и самое сложное оборудование, поскольку очень дорогое оборудование нужно там, поскольку там с тяжелыми программами, там с 3D Max, с движком, там мощные компьютеры нужны, там чисто системник будет стоить 100 тысяч рублей как минимум. Вот, ну, как минимум, если центр делать, там их 6 таких компьютеров точно должно быть. Также в скором времени здесь планируют расширить штат до 8 человек. Помимо видеоигр, анимационная студия Intensiben занимается созданием фильмов и других масштабных проектов. К примеру, в 2015 году они разработали виртуальный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Это интерактивная, обучающая и познавательная интернет-программа, с помощью которой молодое поколение сможет приобщиться к истории и быту своего народа. По качеству контента он является лучшим в Европе. Ну а поддерживает ребят во всех начинаниях их верный талисман – кот. Это и психолог, фитнес-тренер, и даже будильник ребят. Зелимхан Калоев, Джумадел Тамасханов, Новости 24.